Сразу 3 крупные автоаварии с участием грузовиков произошли на прошедшей неделе в Коми. 2 из них закончились трагедиями. 11 февраля под Сосногорском роковой выезд на встречную полосу и лобовой удар с большегрузом не оставил шансов 59-летней женщине-водителю. 14 февраля на трассе Сыктывкар-Ухта, уклоняясь от столкновения с трактором на обочине, шофер КАМАЗа выехал на встречку и врезался в грузовик. ДТП унесло жизни обоих водителей. Обзор аварии в репортаже Евгения Стокоза. Днем 11 февраля столкновение грузовика и автомобиля на въезде в Сосногорск привело к гибели человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель внедорожника. Не справилась с рулевым управлением, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомашиной МАЗ в составе с полуприцепом «Шмидц», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомашины «Судзуки», женщина 62 года рождения, скончалась в карете скорой медицинской помощи. Автоинспекторы выявили недостатки дорожной сети. На участке, где произошло столкновение, лежал рыхлый снег. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства другого страшного столкновения на 281-м километре трассы Сыктывкар-Ухта. Предварительно аварию спровоцировал водитель КАМАЗа. Совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Исузу» под управлением мужчины 74 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны города Сыктывкара. После чего совершил наезд на стоящий справа по ходу движения у края проезжей части трактор «Беларус». Травмы обоих водителей грузовиков оказались несовместимыми с жизнью. Мужчины скончались на месте происшествия до приезда медиков. На следующий день в Кнешпогостском районе с дороги съехал МАЗ. Предварительно водитель лесовоза потерял управление и направил автопоезд в кювет. Несмотря на серьезные повреждения грузовика, пристегнутые ремни спасли шофера от смерти. 31-летний мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб плеча. От госпитализации он отказался.